Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня тема нашей телепрограммы посвящена земельным проблемам столицы Якутии. Меняется жизнь, меняются законы Российской Федерации и, конечно, меняется использование дачных участков в столице Якутии. 10 лет назад ветераны СОТа 70 лет Победы просили окружную администрацию изменить виды использования своих земельных участков, отдать их в зону поселения Тулагина-Кильдямского наслега. В прошлом году данный вопрос рассматривался на комиссии по архитектуре и градостроительству Якутской городской думы. Изменение административных границ, о том, чтобы наш СОТ внесли территориально в границы Тулагина. Но мы получили вот примерно вот такой ответ мы получили. Отказываемся в связи с тем, что нет средств. Вообще по регламенту как будет? Сейчас комиссия пройдет. Те комиссии, которые прошли, ориентировочно под это будет коммерческое предложение составляться. Будем в корректировке бюджета по генеральному плану заявляться. И той сумме, которая будет утверждена, будем объявляться на разработку внесения изменений в генеральный план. Ориентировочно само разработка примерно 6 месяцев. После этого от 6 месяцев полностью согласование, получение согласования 9 месяцев. Это ориентировочно как минимум 2 года внесения изменений в генеральный план. Вот так. Это не минимум. Минимум. А по регламенту? А можно же ускорить это? Ну, ускорить возможно, если все в идеальном случае. Это не регламент, это практика. Нет, это практика, я понимаю. Это как с обращениями граждан. Срок 30 дней, и мы, как обычно, ждем 30-го дня, чтобы ответить. В идеальном случае, если все пройдет без всяких заминок, это примерно 1,5 года. Но дело в том, что там же в основном мы когда организовывали, там же в основном были ветераны войны, ветераны тыла, вдовы были, понимаете? Сейчас уже 80-летие Победы. Потом никто не будет просить. А их же совсем мало осталось. Мы начали вот сейчас комиссия. Давайте вот СНТ 70 лет Победы 1-2 оба давайте включим. Я так понимаю, село Тулагина не против. Так ведь? Егор Григорьевич мне звонил, он сегодня утром вышел, он не против. И мы со своей стороны, если нужны будут деньги в бюджете при корректировке, мы поддержим. Источники найдем. И не простой срок, не рядовой срок. Надо понимать, что сроки навряд ли они ускорятся, где-то 1,5 года. По-другому никак. Поступило предложение поддержать. Кто за? К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в этом СОТе уже мало. Но есть надежда, что наследники или родственники ветеранов все-таки дождутся изменения земельных участков. Данная проблема существует не только у СНТ 70 лет Победы, она существует практически у всех садоводов, а особенно в городе Якутске. На отчетном собрании регионального отделения садоводов России, а в частности Якутии, подняли этот вопрос. Как оказалось, с 2019 года окружная администрация данную проблему решить не может. Уже в течение нескольких лет у нас идет проблемы по согласованию проектов межевания территорий. Совсем никак не согласовываются. Очень большие проблемы с риэлторами двойников. Это те люди, которые захватывают садовые территории, и их почему-то проекты согласуются в течение 3 месяцев, а у садоводов согласовывают 5 лет. И документация куда-то уходит, и у нас есть двойники по этим документациям, и почему-то никак не обращают на это внимание окружная администрация и не идет навстречу садоводам. У нас в городе есть, например, Сухокалинские зори, у которого проект на стадии утверждения и визирования находится уже 5-й год. Почему сроки и все время задержаны? Здесь есть конкретные какие-то обращения, давайте мы проведем расследование для... Только сказал, что СОТ признался же председатель, он же сказал, это документы находятся на
на утверждение. Мы каждый год собираемся 2 раза в год, одно по одному, и вопросы у нас ни у кого не решаются. И вот это все накапливается как снежный ком, и эта ситуация все-таки должна разрешиться. Я очень хорошо помню времена, когда мэром был Айсен Сергеевич Николаев. Мы тоже встречались с садоводами, огородничеством, и очень многое делалось для них. Выделялись средства в бюджете города Якутска. Все председатели СОТ были готовы идти навстречу, оформлять эти участки. И тем быстрее оформят, тем считалось это очень важно для каждого жителя города Якутска. На сегодняшний день поступает очень много жалоб. Это говорит о том, что сегодня администрация не занимается, не хочет заниматься, или присутствуют какие-то, может быть, проблемы в законодательстве, или федерального значения, или регионального, или местного значения. В этом во всем мы будем, конечно же, разбираться. У меня вопрос касается земельного контроля. Конечно же, большой пласт проблем он связан с нашими крупными населенными пунктами. Не только с городом Якутском, но и с другими, где у нас и еще с советских времен ошибки формирования земельных участков, к сожалению, приводят к очень порой, не побоюсь этого слова, таким тяжелым и конфликтным ситуациям бытовым, но и к судебным разбирательствам, к решениям, которые потом очень тяжело сказываются на жизни и судьбах людей. Здесь, конечно же, очень большая работа – это муниципальных органов власти. У нас землеустроители есть в каждом муниципалитете. Так, специально в свое время такое решение было принято. У нас в крупных городах под это дело созданы отдельные департаменты. Но, к сожалению, сказать, что с каждым годом становится людям удобнее в этой части, мы, к сожалению, не можем. По городу Якутску количество жалоб, к сожалению, начало опять увеличиваться по земельным участкам. Причем по случаям такие, крупного мошенничества, незаконного оформления участков и так далее. Еще раз говорю, более ответственно относиться всем к своей работе, именно тем, кто у нас ответственен за земельные вопросы, начиная от Министерства имущественных земельных отношений, заканчивая уже землеустроителями в малых населенных пунктах. Это раз. Второе, конечно же, та программа автоматизации, которая по стране идет, она неизбежно приведет здесь к улучшению. Она уже приводит к улучшению. По тем, которые уже введены кадастры, там практически уже вопросов, я считаю, что таких серьезных быть уже не может. И это дает в том числе возможности уже для тех же муниципалитетов получать реальную выгоду от использования своих земельных участков. Но мне же, опять же, наши малые предприниматели жалуются, что получить землю в некоторых муниципальных образованиях стало сложнее, стало труднее. Но на самом деле надо, наоборот, более активнее это все использовать, чтобы наши же жители эти земельные участки использовали. Управлять этими процессами, чтобы это все шло организованно, правильно, чтобы оформление было нормально сделано, чтобы люди потом не страдали, и республика потом развивалась. Садоводы Якутии уже обратились в окружную администрацию, но теперь окружная администрация предупреждает жителей города Якутска или покупателей города Якутска земельных участков о земельном мошенничестве. В телепрограмме моего коллеги Риты Якушевой «Про деньги» выступил мэр города Якутска о предупреждении данного мошенничества. Есть люди, которые продают несуществующие земельные участки по поддельным документам. Купили земельный участок, который был отчужден от государственной собственности, теперь по суду пытаются как-то восстановить свои права. Это один вид мошенничества. Вторая форма мошенничества, по которой сейчас у нас большие проблемы по городу Якутску, там и с Саталом, и сейчас по Табаге выстреливало, то, что земельные участки сельхозназначения продают людям с убеждением того, что завтра поменяют под ИЖС. Не стоит в это верить. Есть генеральный план города Якутска. Генеральный план – это документ, который принимается на десятилетие. Десятилетие, повторюсь. Он не меняется каждый год. Он не меняется вот так вот. Это документ, который принимается с точки зрения стратегического развития города Якутска. Был, допустим, совхоз Хатавский.
в свое время по 3 гектара раздали как паи людям, которые составили. У людей возникает, конечно, желание поменять их под ИЖС. Прошу в это не верить. Изменения только согласно генеральному плану. Покупая участок на сельхозке, это не запрещено. Вы можете быть обладателем сельхозземельного участка, только вы не имеете права строить на нем жилье, жилой дом. Вы не получите документы, соответствующие это разрешение на строительство, разрешение на ввод и, соответственно, легально не зарегистрируете свой дом. Только согласно целевому характеру использования. Поэтому проверяйте, пожалуйста, целевой характер и заказывайте всегда при покупке земельного участка градостроительный план земельного участка. Потому что часто бывает, очень часто, люди покупают земельный участок, на котором нельзя ничего строить. Но я решил проверить, как используются земельные участки сельхозназначения на въезде в село Хатасы, пригорода города Якутска. Перед выездом на место я изучил геоплан города Якутска. Вот это Хатаски видно с левой стороны. Это у нас земли сельхозугодий. Согласно генерального плана. Ну и что мы здесь видим? Различные базы. Дальше смотрим. Земли сельхозугодий. Как видите, все застроено. Кстати говоря, все это с разрешения окружной администрации города Якутска. Вот у нас пост ГАИ, как видим. И что мы здесь видим? Земля тоже сельхозугодий. Находится база пиломатериалов. Каким образом земли сельхозугодий отдаются под промышленные задачи? В городском округе город Якутск контроль за использованием земельных участков возложен на окружную администрацию города Якутска. Но мы пока видим, что принцип один. Кому-то можно, кому-то нельзя. И если руководствоваться этому принципу, то борьба с мошенничеством в сфере земельных участков достаточно будет затруднена. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.